Уважаемые жители Республики Ингушетия, с 3 по 4 октября текущего года в Москве напротив здания Совета Федерации Государственной Думы провели несанкционированные одиночные пикеты лже-мехкеловцы. Эти оторванные от действительности люди недовольны сегодняшней стабильной обстановкой в республике. Организаторы этого пикета, имея за плечами криминальное прошлое, не могут смириться с тем, что Ингушетия стабильно развивается и процветает. Лидер так называемой оппозиции Хазбиев Магомед Хамзатович, 1979 года рождения. По поступившей с МВД по Республике Адыгея информации был судим по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконный оборот наркотиков и был приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Организовал несанкционированные митинги и массовые беспорядки в городе Назрань в ноябре 2007 и в январе 2008 года. Султыгов Сараждин Саварбекович, 1957 года рождения. По данным правоохранительных органов, привлекался к уголовной ответственности за изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Кроме того, Султыгов принимал участие в массовых беспорядках в Чеченской Республике, а также организовал несанкционированные митинги и массовые беспорядки в городе Назрань в ноябре 2007 и в январе 2008 года. Хашагульгов Султангирей Лоханович, 1961 года рождения. В настоящий момент является одним из организаторов пикета. Кроме того, по информации правоохранительных органов, братья Хашагульговы поддерживают тесные связи с членами банд подполья. Также с 2000 года занимаются пропагандой экстремизма среди молодых людей и жителей сельского поселения Яндари. Его брат Иса Хашагульгов находится под следствием за организацию и совершение особо тяжких преступлений. Угурчиев Салман Магометович, 1956 года рождения. По данным правоохранительных органов, сын Угурчиева Салмана Мустапа является активным участником банд-групп, действующих на территории Сунжинского района Республики Ингушетия. С 24 августа 2010 года находится в федеральном розыске. Второй сын Угурчиев Иса Салманович убит в 2009 году при оказании вооруженного сопротивления в сельском поселении Мужичи. Третий сын Угурчиев Муса Салманович, 1986 года рождения. Убит в 2011 году в ходе спецоперации в лесном массиве сельского поселения Алкун Сунжинского района Республики Ингушетия. Котиков Мурат Хаджимуратович, 1954 года рождения. По данным правоохранительных органов, сын Котикова Мурата Заурбек ранее судим за разбойное нападение. Ахильгов Иса Магометович, 1965 года рождения. 23 октября 2007 года сотрудниками правоохранительных органов была остановлена автомашина марки КАМАЗ под управлением Исы Ахильгова. При сверке агрегатных номеров было выявлено, что они не совпадают с номерами, указанными в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Картоев Мухажир Курейшевич. Его сыновья обвиняются в подрыве поезда «Невский экспресс», имевшее место в 2009 году. Вильхиев Багаудин Джабраилович, 1940 года рождения. Привлекался за незаконное хранение оружия. Горданова Лиза Уматгиреевна, 1952 года рождения. Мать убитых в ходе спецоперации членов банд подполья. Горданова Джунейда Ахмедовича, 1989 года рождения. Горданова Салмана Ахмедовича, 1992 года рождения. И Горданова Батыра Ахмедовича, 1986 года рождения. Султыгов, Хазбиев, Хашагульгов – это люди, имеющие доказанное криминальное прошлое. Они использовали чужое горе для того, чтобы получить политическую выгоду. Ингушских женщин с плакатами на шее они обманным путем вывели на улицы Москвы, а сами, как всегда, остались в тени. При этом этих несчастных женщин проходимцы в течение 3 дней и ночей содержали в автобусах на одной из стоянок Москвы. Несколько месяцев назад эти же авантюристы во время презентации нашей республики в Государственной Думе России устроили такой же пикет. Во время демонстрации достижения республики под стенами Госдумы стояли другие люди. Они использовали их, не гнушаясь тем, что среди них были психически нездоровые люди, которых они подкупили. Убедительная просьба ко всем жителям республики не поддаваться на призывы самозванцев и провокаторов. Не позволяйте втягивать себя и своих близких в противоправную деятельность.